Их колят, пьют, курят, капают в нос. В руках наркоманов безобидные таблетки превращаются в разрушительное зелье. Лирика, дизоморфин, габапентин, тропикамет – это могут быть капли для глаз или обезболивающие. Аптечный кайф, который вместо шестого чувства открывает зависимость и приближает смерть. Барыжничать, подбарыжничать, да? Подбарыжничать, ма ёкш хали, и таусу цахман, но дал губгайс, цаза тикир хавдан цани, хали тикир от квасич, авая рахка хандасс, цудина хавдан цани, حتى والله كيفش نعقوش سقيق وقت تبين وقت просто سيدي غازينا تراخش اشتراك برسوش ну оказывается социально ханжу кигинаха татамда алата. Жизнь без наркотиков, о том, как уберечь молодежь от смертельно опасного пристрастия и проблемам опасной зависимости, будет посвящен первый антинаркотический форум, который пройдет 26 ноября в Центре культурного развития. Цель встречи – изучение передового опыта общероссийских общественных антинаркотических движений и введение в правовое поле существующих республиканских волонтерских сообществ. Надо, чтобы совместно, вместе с духовенством, вместе с представителями власти этих родителей вызывать, чтобы это было общественно, как бы наглядно, чтобы это происходило. И чтобы это действительно имело какой-то эффект. Эту работу надо выводить в общество. Мы надеемся, что с этим республиканским движением и с участием вместе с духовенством нам удастся систематизировать эту работу в рамках уже существующих комиссий. Инструменты для этого есть. Эта встреча своего рода подготовка к грядущему важному событию. Собравшиеся обсуждают организацию и некоторые детали. В мероприятии ожидается участие 50 человек. Это ведущие федеральные эксперты, специалисты, изучающие проблемы профилактики наркомании и наркопреступности, представители органов власти, общественности и духовенства. Среди спикеров руководитель проекта «Трезвая Россия», председатель Совета фонда по формированию духовно-нравственного и физически здорового поколения Аль-Амин, председатель Всероссийского общественного движения «Стоп наркотик». Мы хотели, вот, ну, скажем так, внутри нашей, скажем так, ингушского общества, да, как бы, кто принимает участие, выработать какую-то свою позицию и пригласили здесь активных, скажем так, вот, участников этого процесса. Вот. Инициативу Миннации Ингушетии о проведении в регионе первого антинаркотического форума на заседании Республиканской комиссии поддержал глава Ингушетии. Муниципальная комиссия должна стать фундаментом для борьбы с распространением наркотиков и своевременно фокусировать внимание органов правопорядка и ответственных ведомств, считает Махмуд Али Калиматов. Руководитель субъекта акцентировал внимание присутствующих на необходимости адресной профилактической работы с молодежью, которая является самой уязвимой категорией. Я хотел бы обратиться к главам районов, городов. Ложное понимание, скрытие этих людей, вот она пересекается с ДТП, который мы по аварийности вот в прошлый раз заслушивали. Вот, и там немало вот этих употребителей наркотиков, наркоманов, которые, вот он преступник, да, а его выгораживает. Там уже 2-3 трупа, дети, старики, женщины, а его выгораживают. Нельзя это оставлять. Вы знаете, мы просто уже героин тут килограммами, десятками уже у нас появляется. Это зараза такая. Она прям существует. Ее надо вытравливать каленым железом. Понимаете, выжигать надо это все. Добровольные бригады «Антилирика» созданы в большинстве сельских поселениях республики, которые на общественных началах занимаются поиском и разоблачением наркоторговцев. Если наладить более тесное взаимодействие их и сотрудников наркоконтроля, ситуация может заметно измениться, уверены собравшиеся. Общий механизм участники должны выработать на предстоящем форуме. У нас так люди по состоянию здоровья умирают, в авариях умирают. Зачем нам еще одна вот эта проблема? В психоневрологическом диспансере региона стоят на учете свыше 1500 человек, которые употребляют наркотики. Причем это только те, кто попался. На самом же деле их намного больше. Религиозные деятели напоминают, чему учит ислам.
Форум пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Основная цель – дать молодым людям понять, что пробовать наркотики ни в коем случае не стоит. Но если сбились с пути, вам протянут руку помощи. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Новости 24.